В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Шум в квартире ударит по кошельку. Громких соседей предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей. На линию Ленск-Батамай вышел маршрутный автотранспорт. Теперь ездить стало дешевле в 6 раз. Сегодня в России День студенческих строительных отрядов, с чем якутские активисты встречают свой праздник, в репортаже наших корреспондентов. Как сделать национальный промысел привлекательным для молодежи? Этим вопросом озаботились в Нерынгринском районе. И дайджест событий Алданского района в обзоре наших коллег. Японские врачи диагностировали коронавирус у гражданки России на круизном лайнере, который стоит на карантине в порту города Якогама. В ходе медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения, отметили в диппредставительстве. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян. Якутянку, находящуюся на карантине в Тюмени, могут выписать через 2 недели. Цитата. «Нашу группу выпишут через 2 недели, если все будет хорошо. Если кто-то заболеет, то нас оставят здесь еще на какое-то время. Надеемся, что результаты анализов будут хорошими», — сообщила она. По ее словам, кормят их 3 раза в день, еду приносят в палаты, дополнительно дают печенье, йогурты, фрукты, компот. «Отношение к нам здесь хорошее, питанием тоже довольны», — сказала девушка. Кроме того, гуманитарный добровольческий корпус Ханты-Мансийского автономного округа направил содержащимся на карантине помощь в виде продуктов питания. Ранее мы сообщали, что якутянка оказалась в числе 130 россиян, которых эвакуировали из китайского Уханя, где началась эпидемия коронавируса. Но ситуация по заболеваемости коронавирусом в Якутии остается прежней. Об этом сообщила министр здравоохранения Елена Борисова на традиционном брифинге в правительстве республики. За период вспышки заболевания 22 человека, приехавшие из стран Юго-Восточной Азии с признаками ОРВИ, обратились в медицинские организации. 7 из них находятся под наблюдением, остальных выписали. Все результаты анализов подтвердили отсутствие болезни. Заболевших коронавирусом в республике не зарегистрировано. А что касается ОРВИ, то ситуация стабилизируется. Снизился порог заболеваемости среди детей до 15 лет, но начинается рост в возрастной группе. Как вы помните, еще неделю назад у нас обсуждался вопрос о возможности введения в республике ограничительных мероприятий для лиц, прибывающих из Китайской Народной Республики с гражданством Российской Федерации. И принято решение на территории России таких лиц временно изолировать для дополнительного наблюдения. Так, за прошлую неделю у нас поступило в пункт временной изоляции действительно 12 человек. Сегодня они все под наблюдением, анализы у них собраны, и 14 дней они будут наблюдаться. Сотрудники ЖКХ предлагают сократить расходы на подвозную воду путем установки водозаборных скважин. Это один из проектов, представленных на промежуточном совещании Росатома в рамках реализации пилотного внедрения принципов бережливого производства на предприятиях Якутии. Для участия в проекте были выбраны ЛОРП, Водоканал, ГУП ЖКХ и Якутская птицефабрика. Заявки в администрацию президента от главы было подано 4 предприятия. Этого, в принципе, достаточно показать и сделать одним из образцов, чтобы потом вовлекать максимально другие предприятия и ведомства. Мы оказываем методологическую помощь именно инструментом производственной системы Росатом бережливого производства. Якутия подключилась к проекту «Эффективный регион» в октябре прошлого года. Республика стала 21-м субъектом страны, где реализуется этот проект. Основная задача – повышение производительности труда и рентабельности производства. Проект реализуется в течение 6 месяцев. 2 месяца уже прошло, и в течение этого времени проводилось обучение персонала этих предприятий, выбор приоритетных направлений. И задача, которую сегодня и здесь мы реализуем, это уже утверждение, по сути, паспортов этих проектов и, соответственно, начало, собственно, реализации этих проектов. И через 4 месяца, это конец мая, начало июня месяца, мы уже будем подводить первые итоги реализации этого проекта на территории Якутии.
Инвестиционная программа Якутии достигнет 30 миллиардов рублей. При этом значительная часть этой суммы пойдет на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом сообщил министр финансов на заседании правительства. 170 миллионов рублей заложили на расходы по ежемесячным выплатам детям от 3 до 7 лет. В первой корректировке госбюджета также рассмотрели внесение изменений по остаткам средств Дорожного фонда и инвестиционной программы. Свободная сумма – 135 миллионов. Также рассчитали дополнительные госгарантии на реализацию полигона твердых коммунальных отходов в столице республики. Часть суммы предусмотрели и на решение проблем обращения с животными. Что касается госдолга, то по итогам текущего года его объем снизился до суммы 50 миллиардов рублей. В конце декабря было принято решение компании «Русгидро» о выделении средств на ранее энерготариф. В этом году это 12 с лишним миллиардов рублей. Мы также их учли сейчас в доходные и расходные части государственного бюджета. И таким образом у нас доходы государственного бюджета составят 219 миллиардов 200 миллионов рублей по доходам, а по расходам 224 миллиарда рублей. Принята величина прожиточного минимума на душу населения Якутии. Его сумма составила 17 286 рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 3,7%. При этом величина для трудоспособного населения равна 18 327 рублей, для пенсионеров – 13 888, для детей – 17 950 рублей. Отмечается, что по сравнению с величиной прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в Якутии эта цифра выше в 1,5 раза. Правительство России расширило границы ТОР «Индустриальный парк Кангаласы» в Якутии. Режим ТОР распространен на отдельные земельные участки на территории Жатаи и поселка Нижний Бестякми Кангаласского района. Расширение ТОР обеспечит создание более 700 рабочих мест, привлечет более 8,5 миллиардов рублей частных инвестиций. Бюджетный эффект оценивает в 2,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Якорными являются проекты создания современной высокотехнологичной судостроительной верфи в Жатае и строительства грузового терминала в Нижнем Бестяхе. Отмечается, что на судоверфи планируется выпускать до 10 речных судов в год и создать комплекс по утилизации списанных судов. Строительство грузового терминала включает контейнерный терминал, тяжеловесную площадку и платформу для выгрузки техники. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и генеральный директор компании Дом.РФ Виталий Мутко в ходе рабочей встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере жилищного строительства. В частности, реализацию программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Банками одобрено более 9 тысяч заявок. Чтобы удовлетворить будущий спрос, который возникнет на рынке регионов Дальнего Востока, строительная отрасль должна быть готова. Все должно проходить гладко, не допуская высокого роста цен на недвижимость, приводятся слова Мутко. Он подчеркнул необходимость создания комфортной городской среды, обеспечения новых районов всей необходимой социальной инфраструктурой. Ну а шум в квартире может серьезно ударить по карману. В России предложили ужесточить наказание громким соседям. Штраф предлагают поднять до 50 тысяч рублей. Как вести себя ночью, чтобы сохранить свой бюджет, узнавал Дмитрий Тымыров. Теперь шуметь в ночное время становится дорогим удовольствием. Если раньше можно было из собственного кошелька оплатить 1000 рублей, то сейчас, если данный законопроект примут депутаты Государственной Думы, любителям пошуметь в ночное время придется раскошелиться аж до 50 тысяч рублей. Так, согласно новому документу, за шум в ночное время граждане могут быть отштрафованы на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. Юридические лица на сумму от 50 до 150 тысяч рублей соответственно. Административный штраф могут выписать собственникам квартир за систематическое нарушение тишины более 2 раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, то его деятельность может быть приостановлена на 90 суток. Как показал опрос, почти каждый 5-й житель столицы сталкивается с шумными соседями. И они говорят, что менять закон надо. Проблему надо решать. А как часто вы встречаетесь с такой проблемой? Ну, часто бывает. Пьют там, гуляют, кричат. Проблему надо решать, потому что бывает такое, что начинают делать ремонт, да, и это у них начинается, скажем так, с утра, по несколько часов.
Но это проблема наболевшая. Она у всех. Многие позволяют себе, особенно люди молодого возраста, вести себя некорректно по отношению к соседям. Если вот я живу 6-7, слышно 5-й этаж сквозь. И ремонт проводит не такое время. Стучат. Вообще вы обращаетесь в правоохранительные органы? Насколько это решаемо? Тут говорят, все законом, говорят, разрешается, никто в этом внимания не обращает. И полиция, и стороны, и этих живут. Только за прошлый год в городе Якутске надзорные органы рассмотрели около 500 обращений граждан, которым шумные соседи не давали покоя. Административной комиссией городского округа город Якутск за 2019 год по статье 3.5 КоАП РСЯ рассмотрено 487 дел. По итогам рассмотрения назначено штрафов на общую сумму 775 тысяч рублей, предупреждений 80. За истекший период 2020 года по этой статье рассмотрено 63 дела, назначено штрафов на общую сумму 204 500 рублей, предупреждений 11. В основном вызова нарушений тишины в ночное время поступают из квартир, где посуточно сдаются, либо в аренду там люди, молодежь арендует. Нельзя сделать какие-то определенные категории граждан, шумят. Бывает так, что тоже нормальная семья, там люди собрались, гости пришли, и у них тоже вызова поступают. Теперь, согласно изменениям законопроекта 2020 года, вас могут отштрафовать даже за плач ребенка. В целом список дополнен бытовыми ситуациями. Их перечень можно скачать на любом официальном ресурсе. Отдельное положение касается семей, где есть грудные дети. Если родители не предпримут действий для успокоения малыша, сосед имеет полное право пожаловаться. Ну а чтобы всем жилось в мире и в согласии, и чтобы не было конфликтных моментов, мы посоветуем жителям многоквартирных домов уважать себя и своих соседей. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. На линию Ленск-Батамай вышел маршрутный автотранспорт. Много лет жители этого села были вынуждены добираться до райцентра на такси, которое стоит 1500 рублей. А учитывая то, что в Батамае только 4-летняя начальная школа и многие дети учатся в Ленске, такие расходы были не по карману. 30-местный автобус совершает рейсы 2 раза в неделю, в пятницу и воскресенье. Стоимость проезда до Батамая в одну сторону составляет 237 рублей, до Мурьи – 85 рублей. Также с недавних пор в Ленском районе муниципальным учреждением «Гранит» осуществляются пассажирские перевозки до самого отдаленного поселка Дорожный. В зимнее время в Хамру курсирует пассажирская «Газель» между Ленском и Орто-Нахаринским наслегом, а также есть маршрут до Биченчи. Маршруты социальные, то есть они направлены именно для обеспечения перевозки пассажиров между населенными пунктами и городом Ленском, связь. Больше всего людей ездит на направлении Артанахар-Чемча, то есть там практически свободных мест никогда не бывает, и часто даже бывает, что не хватает мест. Возникали в одно время вопросы о том, что, может быть, добавить еще, но потом как-то сбалансировали, и, в общем-то, сейчас достаточно. Сегодня, 17 февраля, во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Праздник берет свою историю из Соединенных Штатов, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В Якутске провели социальный эксперимент доброты. О его итогах расскажет наш корреспондент Полина Долинская. Как часто люди, которые нас окружают, делают добрые дела? Какова вероятность того, что если нам станет плохо на улице, нам помогут и кто-то отзовется на помощь? Это предстоит нам выяснить в ходе нашего социального эксперимента. В одном известном мультфильме про крокодила Гену и Чебурашку была песня со словами «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя». Так ли это на самом деле, нам предстояло выяснить. По легенде, на автобусной остановке девушке стало плохо с сердцем.
психологии есть такой термин, как эффект свидетеля или синдром Дженовезе. Это психологический эффект, проявляющийся в том, что группа людей, оказавшиеся свидетелями чрезвычайной ситуации, не пытаются помочь пострадавшему. Каждый очевидец считает, что помощь окажет кто-нибудь другой. При этом единственный свидетель действует гораздо решительнее, так как понимает, что кроме него пострадавшему помощи ждать не от кого. Многие отмечают, что стоит кому-то одному подойти или хотя бы наклониться к упавшему, вокруг собирается толпа сочувствующих, и они с радостью выполняют конкретные указания. По итогам эксперимента выяснилось, что чаще всего на помощь приходят люди возрастной категории от 30 лет и старше. При этом молодые люди до 25 лет в большинстве случаев просто проходят мимо. Что это? Равнодушие или просто от незнания? Случалось ли вам когда-нибудь оказывать первую помощь человеку, которому стало плохо на улице? Слава богу, нет. Просто не приходилось. Нет. 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 Во время студенческих годов было такое. А почему вы не прошли мимо? Потому что я медик. Это наш гражданский долг. Должны заботиться друг о друге. Нужно ли помогать людям? Уверена, что хоть раз в своей жизни многие из вас задавались этим вопросом. И неспроста. Ведь именно этим отличается мир людей от мира животных, в котором выживает сильнейший. Милосердие – это личный выбор каждого. Самое главное не забывать, что миром правит доброта. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. На сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Сегодня в России День студенческих строительных отрядов. С чем якутские активисты встречают свой праздник, в репортаже наших корреспондентов. Как сделать национальный промысел привлекательным для молодежи? Этим вопросом озаботились в Нерюнгринском районе. И дайджест событий Алданского района в обзоре наших коллег. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Сегодня, 17 февраля, участники якутских студенческих отрядов отметили свой профессиональный праздник. День российских студенческих отрядов учредили по указу президента России Владимира Путина. Студенческие отряды – настоящая школа, где студенты приобретают профессиональные качества и опыт работы в коллективе. Это возможность на деле почувствовать свою будущую профессию и реализовать свои знания. На мероприятии побывала Агафья Гоголева. Более 3000 студентов ежегодно трудятся на территории республики и за ее пределами. Якутские бойцы стали участниками масштабных промышленных проектов строительства космодрома «Восточный» в Амурской области, проекта Всероссийской студенческой стройки «Север» на Чендинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ленском районе, строительство атомной электростанции в Челябинской области и многие другие. Кроме этого, ежегодно студотряды помогают муниципальным образованиям по направлениям строительства, сельское хозяйство, путинные работы, сервисные и педагогические отряды. Наши путинные отряды ежегодно выезжают в Камчатский край на переработку рыбы. Наши вожатые работают в лагерях детских, так как воспитывая подрастающее поколение, так сказать. А наши сервисные отряды с прошлого года выезжают за пределы региона и оказывают сервисные услуги в гостиничном комплексе. И в дальнейшем данное направление имеет всю перспективу развития у нас в регионе, так как туризм у нас развивается. Мы также развиваем отряд проводников. С этого года мы плотно начинаем по данному направлению работать, потому что пассажирские перевозки у нас уже начались, а отряды еще не функционируют. В этом году ребят также ждет много интересной работы как в республике, так и за ее пределами. Рабочий сезон торжественно откроют в мае месяце. С сегодняшнего дня день начала официальной агитационной кампании в ряды студенческих отрядов. Среднюю зарплату в прошлом году считали порядка, больше 30 тысяч рублей, но это просто средняя температура по больнице, скажем так. Конечно, есть ребята, которые до 100 тысяч рублей зарабатывают, поэтому все зависит от квалификации, от опыта, от тех навыков, которые ребята сегодня имеют. До наступления рабочих будней ребята пока учатся и помогают в проведении различных мероприятий. В течение года у нас проводится очень много мероприятий. Можно сказать, Новый год, 17 февраля, праздники календарные, и баллы, в основном праздники, связанные с молодежным движением.
По словам организаторов, в этом году будет вестись усиленная работа по направлению сервисные отряды, так как данное направление имеет все шансы функционировать круглогодично. Здесь будут задействованы официанты, повара, охранники. Агафья Гоголева, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня школьники из Вилюйской Нерюнгри в подмосковной Кубинке вступают в ряды юнармии. Сейчас идут приготовления к торжественной церемонии. Курировать ребят будут военные воздушно-космических сил России. Юнармия – это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение. Ну и сейчас на прямой связи со студией находится наш СОПКОР в Москве Максим Кардозу. Максим, приветствую. Чем будут заниматься ребята и как выбирали школьников, которые поехали на церемонию в Москву? Ждем от тебя подробностей. Приветствую, Алексей. Мы сейчас как раз находимся в легендарном военном аэродроме Кубинка. За моей спиной вы видите знаменитые самолеты. Это стрижи. Также здесь базируются не только стрижи, но и русские витязи. Они каждый год 9 мая пролетают над Красной площадью и делают настоящие чудеса в небе. А вот за моей спиной вы видите здание, в котором и будет через полчаса торжественная церемония вступления наших ребят в юноармейские отряды. И вообще, то, что это происходит здесь, на аэродроме, это не просто так, как ты уже сказал. Воздушно-космические силы впервые берут шефство над юноармейскими отрядами. И наши ребята попали сюда не просто так, не случайно. Это прямо в самую точку, потому что все 24 школьника и из Вилюйска, из Нерюнгри — это участники проекта «Старт в космос» нашего республиканского. Самая главная задача, конечно же, это популяризация космоса, это отправление нашего якутского космонавта на орбиту. Но даже если это не получится, эти ребята могут настолько полюбить космос и остаться, например, работать в звездном городке или вообще помогать отправлять людей на орбиту. Ну и, конечно же, нужно сказать о том, что и Вилюйская школа номер 1, где есть аэрокосмический класс, и 24-й лицей в Нерюнгри — это подготовленные учреждения, и они готовят, конечно же, настоящих специалистов, патриотов и знатоков в космическом деле. Мы поприсутствовали на репетиции торжественного вот этого награждения значками, которое начнется само буквально через полчаса, я об этом уже сказал. С самими ребятами нам не удалось пообщаться, к сожалению, вот они были заняты на репетиции, но мы поговорили с руководителями. И вообще школьники здесь в Москве находятся с 15 февраля, и у них была обширнейшая программа. Давайте узнаем, что же они делали. Очень насыщенная программа, ребятам очень нравится. Вчера посетили Московский планетарий, потом сходили в музей космонавтики. Ребята очень довольны. Вот сегодня проходит репетиция, потом с 2 часов начинается у нас торжественное собрание. И наши ребята вступят в ряды юнармии воздушно-космических сил. Очень понравилось. Ребята очень довольны. Мы вечером обсуждаем, мы говорим об этом. Но я думаю, что они домой увезут огромный багаж, наверное, знаний, те, которые они получили именно здесь, в Москве. Юноармейское движение в России появилось в 2016 году. В республике сейчас 6 тысяч школьников входят в это движение. Это патриотическое воспитание, они изучают историю, участвуют в волонтерском движении. Они также ездят на поисковые работы. Например, здесь, в России, где много мест сражений Великой Отечественной войны, юноармейцы помогают в поисках артефактов и останков тех солдатов, которые еще не захоронены. Я еще знаю, что кадеты якутские взяли шефство над сиротами одного из якутских учреждений. И это тоже волонтерская работа, конечно, со школьной скамьи. Я думаю, что это все замечательно. Ну а с самими ребятами мы пообщаемся, конечно, после награждения и узнаем все их эмоции. Алексей? Спасибо, Максим. Напомню, что на прямой связи из подмосковной Кубинки, где якутских школьников принимает в ряды юнармии, был наш коллега Максим Кардозу. Ну а на юге Якутии всерьез озабочены вопросом, как сделать национальный промысел привлекательным для молодежи и закрепить молодые кадры на местах. Передать навыки и сохранить традиции – основная задача детского движения «Юный оленевод». О том, насколько это получается успешно в селе Йенгри Нерюнгринского района, расскажет Сергей Козюра. Эх, встать бы на рассвете, убрать бы в стол тетрадь. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Слова незатейливой детской песенки сегодня поддержали бы многие родители. Лишь бы их чадо оторвать от цифровой гаджетозависимости. В школе села Йенгра пошли еще дальше и организовали целое движение «Юные оленеводы». Помимо внеклассной теории, по выходным и на каникулах проходят практические занятия. Я с нетерпением жду этот день.
Мы устраиваем эстафеты, катаемся на оленях. Скоро у нас будет праздник День оленевода. Приезжайте к нам в Венгру. Народные венкийские игры, ну и, конечно же, гонки на оленях детвора воспринимает с энтузиазмом. Число желающих посетить стадо ограничивается лишь количеством мест в автобусе. В нашем движении около 30 детей. Но с каждым годом наше движение растет, поэтому мы стараемся привлечь как можно больше детей. Дети в форме игры получают навыки оленеводства, то есть некоторые дети не могут выехать в стада своим родителям, поэтому у них есть вот такая уникальная возможность выходные провести именно в оленем стаде, так как они привыкли с малых лет. И стараемся мы поддерживать эту идею. В начале марта в Иенгри пройдет традиционный праздник День оленевода, на котором многие воспитанники этого движения продемонстрируют свои навыки, приняв участие в гонках наравне со взрослыми. Таким образом, ивенки Ниренгринского района продолжают традицию воспитания юных оленеводов. Сергей Козюра, Ниренгри. А далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района. Я передаю слово моей коллеге Татьяне Вахниной.